Это «Вести Татарстана». В эти дни в Казани собрались тысячи спортсменов из более чем 160 стран мира. Большую часть времени им предстоит провести на спортивных объектах, но у многих и другие планы, экскурсии. Какие впечатления у иностранных гостей от города? Наша съемочная группа отправилась на прогулку вместе с одним из иностранных спортсменов. Впечатлениями он поделился с Кариной Насруддиновой. В столицу летних студенческих игр Грег Хейрман прилетел из Бельгии. Он капитан команды по водному полу. Символично, ведь именно в Бельгии 5 лет назад Казань объявили столицей 27-х летних студенческих игр. Первый сюрприз спортсмена ждал уже у трапа самолета. Из умеренного европейского климата пришлось окунуться в жаркое казанское лето. Хотя на родине предупреждали: Россия – страна суровых морозов. Думал, что будет холодно, взял с собой много джинсов, брюк, теплых свитеров, а тут 34 градуса. Очень жарко. Удивила спортсмена не только погода, но и архитектура города. Первая остановка – театр кукол Акиет. И снова сюрприз. Здание, скорее напоминающее замок, разрушило представление о том, как должен выглядеть храм искусства, признался Грег. Я думаю, маленьким гостям тут очень нравится. В Бельгии таких зданий нет. Я подобное вижу в первый раз. Но все-таки одно из самых ярких впечатлений от национальной кухни. Меню спортсмена пополнилось еще одним блюдом. За несколько дней в Казани Грег успел влюбиться в треугольники. Признается, будет скучать по татарским пирожкам на родине. Здравствуйте. Это наш национальный головной убор. Давайте померяем. Знакомство с Казанью и татарской культурой продолжилось в Кремле. В город Грег приехал несколько дней назад, но в череде тренировок не успел посетить ни одну достопримечательность. А в Белокаменной крепости их предостаточно. Резиденция президента республики, храмы, смотровые площадки, с которых открываются незабываемые виды на город. Один такой пейзаж снова напомнил о спорте. Этот футбольный стадион. Казанская команда, по словам бельгийца, известна далеко за пределами Татарстана. Я помню счет 1-0. Я фанат Барселоны. Все думали, что Барселона выиграет Рубин как минимум 4-0, но Казань победила. От спортивного искусства к живописному. Любоваться видами продолжили в галереях Изине. В залах лучшие работы мастеров Татарстана. Картины, графика, украшения, аксессуары, обувь. Все с национальным колоритом. Очень понравились украшения, интересная ручная работа, особенно те, что с камнями, которые привезли из Средней Азии. Красиво оформлено все. Следующая точка в маршруте – парк летних студенческих игр. Грег узнал, что универсиада – это не только спортивная, но и культурная программа. В дни игр на площадке выступят известные артисты, в том числе и из цирка Дю Солей. Пропустить такое нельзя, говорит атлет, поэтому обещал вернуться сюда вновь. 3, 2, 1, cheese. Мы показали Грегу лишь некоторые достопримечательности Казани. На то, чтобы познакомиться с городом, у него еще больше недели. Спортсмены в столице летних студенческих игр пробудут до церемонии закрытия. На родину они вернутся не только с медалями. В памяти надолго останутся яркие кадры тысячелетней Казани. Карина Насруддинова, Адель Мендубаев, Вести, Татарстан. Нынешняя